Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Кефир» на молодежном телеканале Кей-Муз. И как и положено в дни во вторник и четверг, мы приглашаем известных артистичных людей, которые своим талантом делятся не только с кыргызским народом, а также и за пределами нашей страны. А сегодня мы решили в качестве гостей выбрать очень интересных личностей. Это личности, которые представляют не нашу страну. Это, дорогие друзья, представители Соединенных Штатов Америки. Та страна, которую мы очень любим, и многие из нас грезят американской мечтой. Поэтому я думаю, что вам, безусловно, сегодняшняя тема будет весьма интересна. Напомню, телефон прямого эфира 59 20 01. Наши гости уже вовсю беседуют. И давайте я начну вам их представлять. Сейчас у нас присоединилась к нам переводчица Элита Санкулова. Здравствуйте, Элита. И вы сегодня поможете нам найти общий язык с ребятами. Вот, и начнем представлять наших ребят. Марио. Он является представителем граффити. Hello. Следующий наш гость это Мэйзи. Он является MC. Да, такое ощущение, что у нас сегодня баттл в прямом эфире происходит. И очаровательная у нас девушка, она является танцовщицей хип-хоп, Сарая ее зовут. Добро пожаловать к нам. И также Мэйзи. Нет, не Мэйзи, простите меня, Рик. И его псевдоним творческий диджей Рик Дарула, right? Yes. Да, вот. А он является, Рик является у нас диджеем. Собственно, все те течения, которые имеются в хип-хопе, у нас сегодня отражены именно в амплуа тех людей, которые представляют данное течение, дорогие друзья. И поэтому звоните нам 59 20 01, телефон прямого эфира. И, соответственно, ребята сегодня приехали к нам не просто так как в Кыргызстане состоялся, вернее, берет старт очень интересный, долгожданный фестиваль, кыргызско-американский хип-хоп фестиваль. Хорошо, первый вопрос, наверное, я задам человеку, который сидит справа от меня, его зовут Марио. Марио, расскажите, пожалуйста, о том, как вас встретил Кыргызстан. Kyrgyzstan met you? How what? How Kyrgyzstan meet you? How do you like Kyrgyzstan? Oh, I love it. I think the people are really warm. The students are very eager to learn. They are great dancers here, and the food is amazing. Кыргызстан меня встретил очень тепло, очень красивая страна. Все наши участники мастер-классов великолепные, дети прекрасно танцуют и очень вкусная еда. Хорошо. А что вам больше всего понравилось из нашей еды? So what is the best food you like here? I don't know what the dish was called, but it was rice with meat and vegetables. Элита, вы, наверное, знаете, что Да, они это, пробовали. скорее всего, был плов. Ну, очень здорово. А мы, в свою очередь, очень ценим американские бургеры, фастфуд. Fast-food, American fast food, we like it. Me, no, I don't. I try to stay away from fast food as much as possible. Я, в свою очередь, стараюсь как можно дальше, так сказать, находиться от фастфуда и не кушать его. Хорошо, отлично. Следующий вопрос я хотела бы задать МС, нашему, зовут его Мэйзи. И следующий вопрос будет звучать таким образом. Расскажите о данном фестивале, о том, как он сегодня прошел и как вы к нему готовились. How you were preparing to conduct it and how was today's day? How I'm preparing for it, or how was today? All together, how was today and how you were preparing to the festival? Today was beautiful. A lot of the kids, they came to multiple classes and they were eager to learn, and they were like sponges. They were gathering all the information and just giving their positive energy out. Сегодня день прошел великолепно. У нас было очень много ребят, которые пришли на наш мастер-класс. Они были как губка, которая впитывала в себя все знания. Они были очень жадны до знаний и получить новые навыки. And we look forward for the rest of the time here. Every festival, every class continues to be that way. И мы с нетерпением ждем продолжения нашего пребывания здесь, и мы надеемся, что все дальнейшие наши мастер-классы и фестивали, которые здесь пройдут в этой стране, будут такими же интересными. Здорово. Я хотела бы обратиться к единственной представительнице прекрасного пола среди артистов. Зовут ее Сарая. Сарая, я вижу, вы улыбаетесь, наверняка вы в хорошем настроении. Расскажите о том, какие у вас впечатления о Кыргызстане. Well, from the classes, what I experienced was the kids were definitely
so assertive. They were so into what we were doing and their focus. И из тех мастер-классов, которые мы сегодня провели, я хочу сказать, что все ребята, которые участвовали, они были все заинтересованы и все очень с интересом принимали участие. And they were also really excited about all the information that we were giving them. И они были очень возбужденные, им очень нравилась вся та информация, с которой мы делились. Хорошо. Я думаю, сейчас наши телезрители заинтересовались, что за событие такое у нас в Кыргызстане произошло. Напомню, что данный мастер-класс является не единичным, так как это только начало, а впереди целые туры по всей стране американских артистов. Напомню, что Мэйзи, Рик, Сарай и Марио у нас сегодня в гостях. Их приезд приурочен к кыргызско-американскому хип-хоп-фестивалю. Собственно, с того места, с той страны, откуда и заразился хип-хоп, они сегодня к нам пришли на эфир. Прям с корабля на бал практически сегодня вот утром грянуло мероприятие мастер-класса. Сейчас ребята уже сидят в студии и делятся своими эмоциями и впечатлениями. Я думаю, что сейчас будет верным показать вам сюжет. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому вашему вниманию наш специально подготовленный сюжет. Наш репортер Анархан Садаралиева побывала на данном мероприятии. Поэтому вашему вниманию наш специально подготовленный сюжет. Сегодня в Национальном центре юношества Сейтек в рамках фестиваля Kyrgyz American Hip Hop Fest 2015 года стартовал первый мастер-класс для танцоров. Среди обучаемых были как взрослые, так и дети в возрасте от 6 лет. Также в качестве участников мероприятия было приглашено более 70 детей из сиротских домов. Фестиваль направлен на всю республику. Именно сегодня проводятся мастер-классы для детей из сиротских домов. Вот. Ну, у нас очень много сиротских домов. Мы задействовали это Военно-Антоновский детский дом, Беловодская специальная школа, Сокулукская и так далее. После мастер-классов обязательно будет проводиться баттл. Вот. Ну, это соревнования танцевальные, на которых как бы танцоры будут биться за первое место и за приз. Постичь азы музыкальной субкультуры собрались молодые люди, неравнодушные к хип-хопу и жаждущие блистать на сцене. Ну а в качестве тренеров выступило 8 высокопрофессиональных танцоров, специально приглашенных из Америки. Дэнни Родригес одним из первых продемонстрировал собравшимся свои навыки и умения. Ему есть чем похвастаться, ведь за время своей карьеры он реализовал себя не только как успешный танцор, но и как компетентный преподаватель и мастерский исполнитель. Я впервые приехал в Кыргызстан. Посредством фестиваля хочу поделиться со всеми частицей культуры Америки и Нью-Йорка и, безусловно, постичь вашу. Кыргызстан – прекрасная страна. Особенно впечатлила ваша еда. Плов и шашлык были просто отменны. И я боялся, что во время занятий возникнут проблемы из-за языкового барьера, но все прошло как надо. Мы нашли с детьми общий язык. За 2 часа виртуозы своего дела успели преподать ребятам основы танца и обучить незамысловатым сценическим приемам. По завершении мастер-класса американские артисты попросили образовать круг, в центре которого мог проявить свой талант каждый из присутствующих по старой доброй хип-хоп традиции. Мы тут, я из Бишкека, отсюда живу здесь. Приехали тут из Токмака, точнее, привезли сюда, чтобы получить мастер-класс. Вообще очень круто, все нереально, это у нас впервые, приезжают с Америки, дают мастер-класс, это очень даже классно. Организация данного мероприятия стала возможной благодаря посольству США в Кыргызской республике и общественному объединению поддержки инициативной молодежи «Алуа». Напомним, что на этом воркшопы не оканчиваются. Впереди у звезд хип-хопа гастроли в 5 городах Кыргызстана – в Бишкеке, в Таласе, в Джалалабаде, в Кызылкие и Вашем, которые пройдут с 28 мая по 5 июня.
такое вот интересное происшествие, дорогие друзья. У нас в Бишкеке произошло. Говорю я практически одними и теми же словами, но тем не менее. Очень здорово, что артисты не только Кыргызстана, но также и других продвинутых стран сейчас на сцене обучают наше новое поколение, музыкальное течение своим навыкам и опыту. И как мы видим, с энтузиазмом огромнейшим все начинающие артисты встретили новоиспеченных звезд Кыргызстана, я думаю, практически можно их так назвать. Хип-хоп артисты сегодня вместе с нами. Напомню, что справа от меня сидит Марио. Следующий наш гость — это Мэйзи. Марио является художником по граффити, Мэйзи является MC, Царая является танцовщицей хип-хоп, а также Рик, диджей Рик Дарула, является диджеем. Хорошо. Сейчас я хотела бы обратиться к MC, к Мэйзи, и задать следующий вопрос. Вот у нас многие понятия MC и рэпер сопоставляют. Хочется задать вопрос, это одно и то же или есть какие-то существенные различия между двумя понятиями? Yeah, a rapper needs a hit record to be effective and to do a good show. An MC can do a great show without any hit record, without any music distributed. He can go into any setting and be the life of the party. Рэперу, чтобы быть известным и, так сказать, популярным, необходима обязательно какая-то запись, которая будет известна, распространена, и все будут ее знать. Тогда как МС не нужно этого, потому что он может быть популярным и известным незамедлительно, когда он будет вести свое шоу. Давайте вспомним историю именно 70-е годы, когда появилось именно это понятие, и мы знаем, что в то время МС выходил непосредственно, чтобы представлять диджея. Они работали в хорошем слаженном тандеме. Сейчас также тесно вы сотрудничаете с диджеями, или выстроено ваше выступление иным образом? For MCs? Well, people got to understand, as far as hip-hop culture goes, the MC was the last element. From the 4 elements, or 5 elements, some like to say, the last element was the MC. So the MC developed last. He went from getting the crowd, excited with the DJ, to a developed state now to become a storyteller, the front person for hip-hop, and to make music and to make songs. Так оказалось, что в истории развития, так сказать, всех составляющих хип-хопа, их всего 5, МС были те, которые в последнюю очередь, так сказать, на которых обратили в последнюю очередь внимание. Но сегодня, так сказать, главная роль МС была как? Завлечь публику, разогреть ее, чтобы они слушали или смотрели. Но сегодня это уже человек, который рассказывает какую-то историю вместе с диджеем, для того, чтобы проводить какое-нибудь мероприятие. Я хочу упомянуть, что также сегодня с нами диджей, зовут его Рик, или диджей Рик Дарула, который до сих пор отмалчивался. И сейчас хочу задать ему следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о специфике вашей работы, потому что незнающие люди думают, что достаточно уметь крутить пластинки, чтобы стать диджеем. Well, DJing, the job of that is very complex. Some people would think that it's just us playing music, when we are actually using electronic pieces, record players and CD players, as instruments. And we're creating our own sounds, we're creating blends of music, and we are there to control the crowd as well. And on top of that, we are even considered as hosts sometimes. I myself work on a radio show back in Jersey, and I'm a host and I DJ at the same time. So. То есть некоторые считают, что диджей — это очень простой, так сказать, деятельность или работа. То есть только музыку ставить, чтобы толпа, так сказать, радовалась. Но на самом деле диджей — это своего рода искусство. То есть мы непосредственно смешиваем разную музыку и для того, чтобы люди могли ею, так сказать, наслаждаться и под нее отдыхать. Что касается меня лично, я еще, кроме того, являюсь диджеем на радиостанции. То есть я еще ведущий на радио. Значит, мы коллеги практически. So then we are colleagues almost. Yes. Точно.
Хорошо. А что вам больше по душе? Быть So would you диджеем like most где-то в ночных to be клубных DJ in some заведениях, clubs либо быть or диджеем to на be радио? DJ on radio? What do you prefer most? I really prefer to DJ in clubs because I can see the people, you know, I can see their interactions when I put on a certain song and see how happy they get. So. Мне нравится быть диджеем именно в клубах, потому что я непосредственно сразу же вижу, каким образом люди реагируют на ту музыку, какую ставлю я, так сказать, могу в интерактивно видеть, как это все работает и действует. Хорошо. Хочу также задать вопрос нашей прекрасной леди, So зовут question ее to our Сарая, lady Saraya. хип-хоп-танцовщица, она, напомню. Dancer. Хочется узнать, как We would давно like to вы know how занимаетесь long are you танцами? dancing? И откуда такой интерес к хип-хопу? And why you like hip-hop? I've been dancing since I was a little girl. Я танцую с малых лет. And I enjoy dancing because, you know, it's a way of expression. So if I'm feeling happy, sad, whatever I'm going through, and allowing the music to help me, you know, express that. И мне очень нравится танцевать, потому что именно через танец я выражаю себя, то есть свое настроение, свое отношение, и вот поэтому мне нравится танцевать. Согласны ли вы с тем So утверждением, do you что agree with the афроамериканские statement that Afro- танцоры самые лучшие, Dancers самые are the талантливые, и best что and the most любовь к talented танцам dancers, заложена у вас в and крови? you have already in your blood dancing. I mean, in my blood, I mean, yeah, I mean, both my parents dance. So, I mean, I don't know. I mean, dancing is international. Everybody is great all over the world. I mean, yeah, America, we have a lot of knowledge, we have access to a lot of information there, but I wouldn't say... Ну, что касается моей крови, я хочу точно сказать, что оба моих родителя танцуют, и я действительно танцовщица. А что касается именно, вот, так сказать, возможности смешивать, я думаю, все хорошо танцуют. А что касается Америки, то точно там очень много представителей разных, так сказать, национальностей, мы все смешиваемся, все танцуют. То есть, не обладая каким-то природным талантом, So, можно doesn't mean that if you научиться don't have танцевать by так же nature круто, как и any вы. talent, they can learn to dance as good as you. Yes, of course. Да, конечно. А сколько времени пригодится, вот если я захочу How стать long, for example, такой же myself, if звездой I start- хип-хопа, if I как would и вы? like to be as good as you. Well, I mean, if you're extremely focused and you really want to do it, it won't take that long. Если вы будете, так сказать, сконцентрированы на этой деятельности, долго не займет времени. Хорошо. А вот следующий вопрос хочу задать Марио. Он является Next question художником to по Mario. граффити, You are- напомню вам. you are an artist. Сегодня так много гостей, So и, today к we have сожалению, a lot час of времени у нас questions всего and лишь only имеется. 1 hour А вы можете we have. также позвонить, задать You свои also вопросы can по номеру call us 59 and, 20 Ask your 01. questions. Марио, Марио, расскажите, пожалуйста, could you что tell несут ваши us рисунки? about your Я знаю, drawings? что многие And I художники know именно that a lot of граффити в artists, большинстве especially своем in graffiti, in изображают majority, they рисунки более draw такого характера отрицательного. Some Какой-то протест negative, имеется в some картинках. protest Протест character. именно So обществу. protest against the society. Что несете вы в So своих what работах? do you bear in your, what do you show in your pictures? When I do art, I try to inspire positive energy, good ideas or wonder. And so most of the times when I create something, it's really to get that person to see it and think, well, how can I change myself so that I can be a better person? Что касается меня, то в своих работах я стараюсь, так сказать, нести позитивные, так сказать, сигналы. То есть я хочу, чтобы в моих работах, когда люди видят, они вдохновляли их. То есть что хорошего я могу сделать, как хорошо я могу что-то сделать. То есть это скорее будет вдохновляющая цель моих работ. Какие есть рисунки, которые действительно вдохновили людей? Какие ваши работы? Your works? I mean, I get inspired by a lot of different things, music, friends, or being around great artists like these guys. But like things that I do, like I'll take something that that's viewed as an instrument of negativity. Like let's say the last piece I created was a tank. So I had this tank, and out of the tank, instead of shells, it was paint. And the piece was called Art of War. And it was basically just taking like weapons of mass destruction, but they weren't destroying anything. They were actually creating things.
То есть, что касается меня конкретно, чем я вдохновляюсь, конечно же, своими друзьями, своим окружением. А что касается вот моих работ, то в своих работах, например, недавно я изобразил танк, хотя это является оружием массового уничтожения, но тем не менее это был танк, но он не производил никаких, так сказать, разрушений. То есть это вот такого рода тоже положительный смысл в моих работах я несу. То есть для того, чтобы понять работы Марио, нужно несколько часов раздумий, философии. Have some philosophical hours or thinking hours about your works to understand them? Yeah, I mean, I think anytime you produce something, you should have some type of justification or some type of philosophy for it. I always believe, like, whatever you choose to use, you need to justify using that. Ну, что касается именно создания работ, я уверен, что, конечно же, необходимо какое-то обоснование, какое-то философское размышление до того, как ты создашь какой-то шедевр или какую-то работу. Да, конечно, это нужно тоже. Вот вы приехали в Кыргызстан. У вас сложилась какая-то картина о нашем обществе, о нашем народе. Что бы вы изобразили, говоря о Кыргызстане? Yeah, Наверное, плов. So maybe plov. You will draw plov about Kyrgyzstan. Yeah, we had an idea of drawing or depicting different spray cans, and different spray cans are different colors. The different colors represent the different types of people coming together, and for one common good. Я думаю, что касается Кыргызстана, мы думаем, что это будет такая разноцветная картина, которая будет содержать в себе разные цвета. Разные цвета изображают разных людей, которые пришли или объединились вместе для одной общей цели. Здорово. Я хочу вопрос наш задать МС. Напомню, зовут его Мази. А для всех телезрителей, которые только присоединились, напомню, что мы говорим про кыргызско-американский хип-хоп-фестиваль, который как раз-таки проходит второй раз. Вот интересно, вы к нам приезжаете второй раз или первый раз? So is it your first or second visit to this country? Sorry, first? Is it first or second visit to this country? First. Первый. Хорошо. Каковы были ваши общие впечатления о Кыргызстане? Потому что, когда я сама была в Америке, первый вопрос, который мне задавали, что это за страна такая Кыргызстан? Многие путали нас с Курдистаном, с Казахстаном и с рядом других стран. Были ли вы наслышаны о нашей стране до вашего визита? Okay, I didn't know about this country until a month ago. То есть я не знал ничего об этой стране всего лишь месяц назад. So, before I came here, I went on the internet and saw many films and documentaries about Kyrgyzstan. До приезда в эту страну я в интернете нашел, так сказать, некоторые фильмы и документальные фильмы о вашей стране. Because I think it's important, before I come to visit people, I understand them and see, their culture, and so I can respect it. И я думаю, что это очень важно до того, как вы посетите ту или иную страну, вы о ней что-то узнаете, для того, чтобы я понял культуру и уважал ее. Как вы считаете, вот в наших хип-хоп-артистах, я думаю, что вы сегодня успели их увидеть, что есть такое, что отличает именно от американских артистов, и есть ли такие вещи, которым им еще нужно учиться? Well, one thing I always look at is that we're all students. Even when we think we learn everything, we need to learn more. So all of us here, we look at it ourselves, even though we've been doing this for many years, as students. And that's what we try to teach anywhere we go. And the students today, for instance, they were very humble. And being like that, they're going to be masters, because they're humble and they look at themselves as students like we do. So we learn from each other. And that's going to make them very good. Я думаю, что прежде всего все мы являемся учениками. Все присутствующие в этой студии, все люди, потому что мы все чему-то учимся в жизни. А что касается сегодняшних ребят, которые участвовали в мастер-классе, я хочу сказать, что они были все очень скромны. Но именно через скромность, когда мы, будучи скромными, что-то узнаем и познаем, мы становимся, так сказать, достигаем уровня мастера. Я думаю, вот
вот Я подход и думаю, что должен быть. это то качество, которое So I присуще think this именно kind of a нашему народу, quality is, среднеазиатскому, actually, кыргызскому, скромность, it's a- усидительность, но some тем не kind of a менее, character to когда this, на сцене part of выступают, this Central Asian. выступают наши артисты, либо But when we американские, have some неважно какой нации, мы American, видим, как они раскрываются и с огромной же Americans or самоотдачей outside dancers, they делятся open up своими and they эмоциями actually со share зрителями. their Дорогие друзья, мы emotions говорим with сегодня audience. про кыргызско-американский хип-хоп-фестиваль, и гости Соединенных Штатов Америки к нам приехали, чтобы организовать ряд мастер-классов. Напомню, что не только в Бишкеке, но и в ряде других городов. Чуть позже мы также об этом поговорим. А сейчас же предлагаю посмотреть архивное видео в нашей следующей рубрике K-Tube, после которого мы продолжим наш эфир. Не уходите далеко от нас.
Мы продолжаем наш эфир, телепрограмма под названием «Кефир». Каждый вечер, напомню, с 19:30 по 20:30 мы приглашаем неординарных, интересных людей к нам в гости, чтобы поговорить обо всем насущном, что есть на этой земле. И одна из таких сфер – это, соответственно, танцы, хореография. И очень много талантов по всему миру занимают эту нишу, и это весьма радостно, что не только где-то в других странах, но и в Кыргызстане у нас потихонечку продвигается танцевальная культура. Мастер-класс приехали нам сегодня показать, и не только сегодня, а даже целый ряд мастер-классов будут показаны по всей стране, дорогие друзья, ребятами, и зовут их Мази, Рик, Сарая, Марио. Ребята представляют различные течения хип-хопа, это граффити, один из них является диджеем, один из них является МС, и одна танцовщица у нас сегодня здесь. 59-20-01, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нам. И следующий вопрос мой будет звучать следующим образом. Хип-хоп на самом деле очень многозначен. Есть множество течений, такие как поп-рэп, хардкор-рэп, есть гангстер-рэп. И хотелось бы вопрос мой адресовать Мази и спросить вас о том, какое течение вы продвигаете в своей музыке. I promote social consciousness, I promote freedom, and I promote positivity and power to the people. А что касается меня, то я через свою музыку продвигаю такую идею, как позитивность, как социальную, так сказать, осведомленность, и чтобы это было на благо общества. Хорошо, а есть ли какое-то название у вашего вида музыки? Это может быть new school, это гангстер-рэп, это какой-то политический рэп и т.д. и тому подобное. My form of hip-hop is very soulful, but it has all elements within it, because from my environment that I grew up, there was around me, I'm a reflection of my environment, around me was gangsters, killers, thieves, then there was beautiful women, there was nice people, there was old people, there was schools, so I learned from everything, and my music reflects everything, but in a soulful and positive manner. Что касается той музыки, которую я, так сказать, продвигаю, то она отражает то, откуда я вышел, так сказать, родом. Пока я рос, меня окружали разные люди. Среди них были и гангстеры, и убийцы, и воры, и красивые женщины, и школы. То есть это все окружало меня и составляло меня из того, чего я вырос. И это все я наполняю душой, и это все я продвигаю в своей музыке. Как бы то ни было, мы не можем отрицать, что все-таки хип-хоп очень тесно связан с криминалом. Даже давайте возьмем историю 90-е годы, когда Америка разделилась на два побережья, West Coast, East Coast, и тогда даже все рэперы разделились на две стороны, и вследствие этого погибло двое великих артистов. Notorious B.I.G. и Тупак. Расскажите, пожалуйста, к какой стороне вы себя относите? Okay, first of all, there's no division. Прежде всего, там нет никаких, так сказать, разделений. And she mentioned Tupac and Biggie, yeah? Yes, who were Okay. killed, да. Tupac and Biggie's death had nothing to do with hip-hop. А что касается вот тех людей, которые вы упомянули, их смерть никоим образом не относится к хип-хопу. They had to do with the same things that we all grew up around, which is the streets and criminals. You got to understand, violence and crime existed before hip-hop. То есть их смерть, скорее всего, связана с тем, с чем мы все выросли. То есть это улица, которая содержит в себе и насилие, и криминальные элементы. То есть это то, что и существовало до хип-хопа. And actually, hip-hop was created to get away from that lifestyle, to have an outlet, to channel our energy to get away from that. Даже я хочу сказать, что хип-хоп, скорее всего, был создан для того, чтобы уйти в сторону и не заниматься этими всеми, так сказать, криминальными моментами, для того, чтобы энергию направить в другое русло. But in doing that,
we also were storytellers, and we were like the reporters, the news reporters for what was going on in our neighborhood. И мы, в свою очередь, были своего рода, так сказать, людьми, которые рассказывали разные истории или делились новостями, которые происходили в нашем районе. Wait, one more thing. All right. For example, when you have a country singer, you know, country music, he talks about his experience. That doesn't mean, you know, he does that, but he talks about his experience. Same thing with hip hop. We talk about our experience. That doesn't mean we're crime related, but at the same time, we're going to talk about what we see and channel it in a positive manner. То есть я хочу сказать, если мы скажем, например, о стиле кантри, и те певцы, которые поют в стиле кантри, они рассказывают свою историю. Что касается нас, хип-хоп, мы рассказываем свою историю, свой опыт. И это не обязательно должно быть связано с криминалом. То есть мы просто делимся своим жизненным опытом. Рик тоже хотел что-то добавить от себя. Yes, like Mozzie was saying, it was just really an unfortunate event that occurred. And really what happened after, you know, that took place, it actually united hip-hop even more and brought us even more together, and it gave us more of awareness of, you know, the things that go on in our neighborhoods and, you know, just trying to be safe and trying to live a better life. То есть я бы хотела сказать вот то, что Мози упомянул, что вот именно гибель этих людей, это скорее был несчастный случай. И я скажу даже наоборот, этот несчастный случай объединил людей, так сказать, хип-хоп, и люди стали наоборот стараться и избавиться, чтобы этого больше не повторилось. И это имело, так сказать, скорее положительный... А почему их противостояние вот этих двух великих артистов хип-хоп ознаменует именно с тем, что они были главными конкурентами в музыке? Competitors in the music. They were made competitors through the media. The media perpetuated that. But in actuality, they had a few personal problems, but the media made it exaggerated, made it bigger than it was. And the death of the two had nothing to do with the competition that they had. Hip-hop has always been competition from day one. Что касается, так сказать, того, как вы сказали, между ними противостояние, это все было создано средствами массовой информации. То есть, на самом деле, у них не было таких больших личных разногласий. И то, что, так сказать, произошло, это потом было сказано, что да, действительно, это было из-за конкуренции. На самом деле, оно не имеет никакого отношения к конкуренции. Потому что изначально в хип-хопе всегда существовала конкуренция. And you mentioned something about gangster rap, commercial rap, conscious rap. This is beautiful. This is beautiful because hip-hop is a genre, is this culture that musically can get into millions. You have Chinese rap, you have British rap, you have Kyrgyz rap, you have Kazakh rap, you have Russian rap, you have so many different subgenres that hip-hop can metamorphosize into so many things. And I don't know any other genre that has so many different columns. Что касается культуры рэпа, я хочу сказать, вот те виды рэпа, которые вы упомянули, это своего рода такой жанр, который включает в себя столько много, так сказать, внутри себя разнообразий. То есть есть, например, рэп британский, есть рэп русский, есть рэп кыргызский, есть рэп казахский. То есть столько много разного вида рэпа, который в себя объединяет под одним большим жанром, который называется рэп. То есть сейчас в этой плеяде хип-хоп нет такой явной конкуренции между артистами. Внутри вы имеете в виду? Да, именно внутри. So you mean that within the hip hop today we don't have any kind of a competition? No. It's always competition. It's always competition, but it unites us because we can express ourselves from any different angle. So we all of us here are from different backgrounds, but we come together.
То есть under one culture. я хочу сказать, что наоборот, в хип-хопе всегда есть конкуренция. Но идея этой конкуренции в том, что эта конкуренция нас объединяет. Например, все сидящие сегодня в студии, мы все, так сказать, родом из разных, так сказать, направлений. Но тем не менее мы объединяемся. Я думаю, сейчас будет интересно также обратиться к нашему гостю, к Рику, диджею, который также хочет от себя что-то добавить. We would like to, Yes, I was gonna say it's really no different than watching a sporting event. Exactly. Like if you watch a game of soccer, if a team loses, you're not gonna sit there and expect them to be like, oh, they're gonna kill that team now, or they're gonna try to hurt them. It's, you know, they want to win, and if you lose, and you got to train harder. And in our field, instead of training, it would be training for the dancers. It would be me practicing on my scratching. It would be him practicing on his rhymes, and that's what it is. You know, nobody really wants to hurt each other or anything like that. It's all good. То есть я хочу сказать, что, например, опять же, конкуренция, что это не значит, например, если мы смотрим футбольный жанр, извиняюсь, матч, и одна из футбольных команд проигрывает, то их обязательно срочно надо убить. Нет, это не абсолютно. То есть если у нас получается, что во время батлов какая-то из команд, которая танцует, проигрывает, это значит, им просто надо лучше учиться и тренироваться для того, чтобы в следующий раз выиграть. Вот и все. Хорошо. Тогда вот следующий вопрос меня волнует о том, кто ребят вдохновил на творчество, которым они занимаются. Давайте каждый по очереди ответит на данный вопрос и вспомним имена тех людей, которые на самом деле прославили хип-хоп по всему миру. You're saying our inspirations? Yes, your inspirations and name of such people. I get inspired by my crewmates and my friends, like watching these guys. I think all these guys are really talented. I also get inspired by words, so like hearing them talk inspires me, you know. I get inspired by music, so like when Rick plays great music that I like to listen to, like that, you know, inspires new work in my mind. And just being around great people, like, you know, being in different countries, you know, going out to get breakfast and you see, you know, snow on the mountain, like that's inspiring, you know, like everything that we do and the places we travel to is inspiring. And you know, when you go out there and you've worked so hard for 20 years on your artwork and someone says, hey, I like your work, that's inspiring too, because it just brings, you know, justice to your hard work. Я думаю, что касается меня вдохновляет все. Меня вдохновляют мои друзья, когда я с ними общаюсь, меня вдохновляет МС, который рассказывает истории, меня вдохновляет музыка, которая представлена диджеем. И я думаю, также меня вдохновляет мое окружение и то, когда я путешествую по разным странам, я тоже что-то нахожу новое. И даже когда я на завтраке здесь сидел и видел в окно горы снежные за стеклом, меня это тоже вдохновляет. То есть, как правило, все окружение, которое я встречаю, оно меня вдохновляет. Марио, наверное, чаще всего вы остаетесь за кадром. И больше во внимании вашей работы, так как рэпер, он готовит свою композицию, идет на сцену, танцор готовит танец, также показывает ее людям. Вы готовите вашу работу и показываете работу, но никак не себя. I mean, I'm a dancer too, and I love to dance. That's one of my the ways I escape the real world. When it comes to art, like visual art, I like being the man behind the scenes. I like kind of being mysterious and not showing all of me, you know. And I like to show myself through the work that I produce. And you know, if it just causes you to think about it, then I've done my job, you know. Ну, я хочу сказать, что я также еще и танцую. И этот танец мне, так сказать, и именно занимаясь танцами, это также мне помогает, так сказать, справиться с проблемами жизни. Но я также хочу сказать, что и мои работы именно художественные, которые картины я рисую, это тоже помогает мне оставаться немножко в стороне и, так сказать, немножко находиться в тайне. То есть каждый из вас, можно сказать, уникален. И, например, Сорая может также и зачитать рэп. Read rap. Can you make rap? Can I rap? Yes. No. Хорошо. А что из течения хип-хоп вам еще интересно помимо танцев? What else is interesting to you within hip-hop? Well, writing for sure. I mean, I draw, but I need to brushing up on my... Ну да, я, например, рисую. Ну, то есть все-таки можно сказать, что действительно каждый из этих ребят развивается всесторонне в этом течении.
movement of hip hop. Я, с вашего позволения, еще раз if you напомню allow me, имена I would like тех to, людей, которые сидят у remind нас сегодня our в эфире. guests' name. Это Мэзи, МС, Рик является диджеем, Сорая — это хип-хоп дансер или хип-хоп танцовщица, а также художник граффити, Марио его зовут. И также с нами сегодня Элита Санкулова помогает перевести нашу беседу. 59-20-01, телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня про кыргызско-американский хип-хоп-фестиваль, который стартовал по всему Кыргызстану. Мы сейчас переходим к небольшому рекламному ролику, после которого вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир. Остаются считанные минуты до конца программы. Напомню, что в Кыргызстане стартовал кыргызско-американский хип-хоп-фестиваль 2015 года. Он проходит у нас в стране второй раз. И сегодня с нами артисты, представляющие хип-хоп-культуру Америки. Это Мэзи, МС, Рик диджей, Сорая хип-хоп танцовщица и Марио граффити художник. Также Элита Занкулова, переводчик, сегодня вместе с нами. Сейчас хочу задать вопрос хип-хоп танцовщице Сорае. Видимо, она сегодня очень устала, мало улыбается, грустит, мало говорит. Хочется, чтобы вы немножко раскрыли свою личность и рассказали поглубже о своем творчестве. С какими великими исполнителями вам удалось поработать? Some famous people. I've worked with Missy Elliott, Madonna, Salt and Pepper, Shaggy, Sean Paul. The list goes on. То есть я уже работала с такими известными людьми, как Мадонна, Веселье? Salt and Pepper. Salt and Peppers. You guys are familiar with these artists? Я думаю, что эти люди знакомые. Я думаю, да, все безусловно, слушают американскую музыку, и этих артистов точно наизусть знают, их композиции тоже. С кем из этих певцов вам больше всего понравилось работать? I mean, all of them have been great experiences. I learned a lot from all of those artists, so Я don't думаю, have a favorite. я думаю, что среди них у меня нет предпочтений, потому что с каждым из них было мне очень интересно работать, и я многому у них научилась. Хорошо. А вот правда, что голливудские звезды, они очень Is it true капризные, that с ними Hollywood stars are very трудно найти общий capricious? язык? Are they what? Are they Capricious. Naughty. naughty? No, I mean Hollywood stars. If they're naughty? Yeah, capricious. No, I mean, Not easy, I would say. no, actually, for me, I like working with artists that are positive, and actually these artists for me have been cool. Like, I haven't had a bad experience, so. Нет, что касается именно с теми людьми, с которыми я работала, у меня был только положительный опыт, и они были очень хорошие. Я думаю, сейчас мы все говорим и говорим, но хотелось бы, чтобы наш МС, его зовут Мази, он сидит вот здесь, прямо So we передо have мной. our MC, Может быть, Mazi. нам зачитал что-нибудь? Mazi would speak something? Speaks? No, read, speak, I don't know. Oh, you want me to rhyme Yes. Yes. right now? Yes. Am I looking at one of the cameras or I'm looking at you? What am I doing? Куда смотрим, на Alright, вас you или на ready? камеру? Ready, You ready. wanna- Yes. You ready? Everyone got dreams, only few plot strategy, and turn it to a conquering factor to be reality. I want to have it lavish, average, cabbage, and establish even. Grab it like a habit, whether sane or for a savage reason. Flow with it, so wicked, no limit, prolific, prohibit, slow-witted, monkey see, monkey do, sheep-like followings throughout the metropolitan. Hardest struggling artist, brother, regardless, I'll be doing my thing modeling. Self-after traits of my mentors advantageous. Take heed to seeds of greed, quite contagious. On pages, my flavor engages. Basis of clear faces to thin razors. These scribes is down my pattern slice, platinum ice. Couldn't shine away my rap ignites when I write. Change is inevitable, increasing at accelerated rates, can be anticipated or related. And y'all all gotta understand when I'm chilling with my brothers and sisters in Kyrgyzstan. Сразу наша студия прибодрилась, заразилась положительными эмоциями. Сейчас для вас, дорогие телезрители, исполнил импровизационную такую замечательную песню МС Мази, его зовут. Расскажите, пожалуйста, вы так быстро сейчас говорили, этому нужно тоже долго учиться? Need a lot of time to learn. That was actually, I slowed that down. То я бы сказала, я даже еще медленно это говорила. То есть вы можете еще быстрее? Yes. Make you do it even faster. Yeah, that was fast. I usually go Демонстрируйте fast. So сейчас. can you show faster? Okay. Okay.
Get down, rhythm of the funky soul. I break ground when I show them that I'm in control. I take sounds to a place never been before, and I hit the flow, a joker like Piscopo. Diesel, when I hold this weapon that's lethal. Heat through windows, bust through doors, through the halls in the Commodores, through the brick house of the Commodores. For they ass, I got stash in store. Style and finesse of a matador. It was great. Too fast. Очень здорово. Ну, все-таки импровизация — это конек всех МС, я это точно знаю. Поэтому и не растерялись, наверное. Хорошо, здорово. Сейчас я предлагаю прерваться на небольшую паузу, чтобы наш МС смог отдышаться после таких чудесных исполненных песен. Сейчас рубрика «Кей-фото» вашему вниманию, дорогие друзья. Напомню, что у нас гости из Америки, поэтому ни в коем случае не уходите далеко от нас. Наша рубрика «Кей-фото» ждет вас прямо сейчас. Множество творческих сообществ существует у нас в мире, дорогие друзья, и одним из ярких сообществ является, безусловно, танцевальное искусство, и не только танцевальное, а также граффити, собственно, художество и так далее и тому подобное. Очень-очень много течений есть, и хип-хоп, всем нам известный любимый хип-хоп, как раз-таки все это в совокупности объединяет. И поэтому представителей данной субкультуры мы пригласили к нам на эфир. Мэйзи, Рик, Сорая и Марио, наши сегодняшние гости. Напомню, что их приезд приурочен к организации кыргызско-американского хип-хоп-фестиваля 2015 года в Кыргызстане. Сейчас я так быстро-быстро говорю. Получается у меня практически рэп читать, как вы? Wait, say that again, I'm sorry. Похоже у меня получается, когда я быстро говорю, также импровизировать, как и вы. Is there other rappers as good as you? She's trying yes. to rap. Let me tell you something. The way that you're speaking without any script is incredible to me. It's me and him. I can't believe she's talking so much and so fast with no script, just off the top of her head. Вы знаете, нас больше всего впечатлило, вот меня и моего друга, что мы вообще впечатлены вами, насколько вы замечательно говорите, и у вас нет никаких, так сказать, записей и ничего, и вы это делаете очень быстро и красиво, то есть мы уже впечатленные сидим. То есть, значит, я могу податься в рэперы. So I can be a rapper. Yeah, I need to learn from you. Я хочу у вас этому научиться. Хорошо, я сама того не замечаю, кажется, практически речитативом говорю. Дорогие друзья, я напомню, что у нас сегодня замечательные, талантливые артисты в гостях, которые представляют хип-хоп-культуру. Они приехали к такому яркому событию, это кыргызско-американский хип-хоп-фестиваль. Сейчас уже у нас в продолжении нашей программы хочется услышать ваши планы на будущее. Для начала, я думаю, начнем с планов именно внутри Кыргызстана. Чего ждать Кыргызстану от вас? И в каких городах? Самый главный вопрос. Let's start with you. Plans for the future? For Kyrgyzstan, within Kyrgyzstan, what are you planning to do? Хорошо, про города, я думаю, они еще не успели plans название запомнить, но вот о ваших планах именно внутри Кыргызстана So давайте более about what are подробно. you planning to do next days in Kyrgyzstan while you're here? Well, we're doing more workshops and we're doing hip hop festivals, and we hope to meet more of the youth in the community, and
we hope to get inspired by them, and we hope we inspire them, you know, and we really it's just more about sharing, you know, and sharing knowledge and spirit. Я думаю, что в следующие дни мы собираемся проводить еще мастер-классы в этой стране, а также мы предполагаем проводить фестивали. И мы, самое главное, хотим чему-то научиться у вас, чему-то научить вас. То есть я думаю, что именно вот такого рода обмен и является вдохновляющим. And to build on what Mario said, we want to share, but we're bringing hip-hop culture to them. But at the same time, we want to learn about the Kyrgyzstan culture. We want to learn more about them and you guys. So that's very important to us. И в продолжение то, что сказал Марио, я хотел бы сказать, да, мы приехали сюда поделиться своей хип-хоп культурой, но в свою очередь мы также хотели бы узнать и кыргызскую культуру, то есть чему-то научиться у вас. Если не ошибаюсь, выступления пройдут на юге страны. Это Кызылкия, это Ош и Джалалабад. Это для наших телезрителей. К сожалению, сегодня представителя именно посольства, который более нам широко об этом рассказал, нет. Но, тем не менее, я думаю, можете зайти на официальную страницу и всю информацию узнать. А также писать нам посредством KMUS. Наша программа уже подходит к концу. И сейчас хочется от вас услышать немножко о планах. Yes, we have a present for you. Но у нас есть вам подарок. Here you go. Wow. Спасибо большое. Thank you so much. Yes, thank you for having us. Очень приятные призы и очень замечательный эфир у нас сегодня проходит. И сейчас уже давайте вашими планами на будущее. Как вы собираетесь развиваться в дальнейшем как артисты? In general, definitely I would like to continue to teach and travel and you know, share all the knowledge that I have as a dancer and as a choreographer. А что касается меня, в целом я хочу, конечно же, продолжать свою деятельность. Я учу. Также я хочу больше путешествовать и также быть успешной как хореограф. Хорошо, Рик. Rick, your plans for future? My future plans is just to take in as much knowledge as possible, to make me a better DJ, and not only that, to be, you know, just a better man, period. So. То есть, что касается меня, я, конечно же, хочу большему научиться, что, в свою очередь, сделает меня не только хорошим диджеем, но и хорошим человеком. Ребята, немножко о ваших планах. And your plans for future, in general? Just to go back home and you know, try to be an inspiration to my family and my kids. You know, that's the future, and I've done a lot. I'm so blessed in this life, and I know there's more blessings to come, but I'm really here to kind of build up my young ones, you know, so they can have a blessed life too. That's the one I live. Я, конечно же, связываю свое будущее со своей семьей. У меня семья, дети. И я думаю, что я очень счастливый человек. И все мое будущее, в принципе, связано с семьей, с моими детьми. И я хочу их, так сказать, воспитать с хорошими людьми. Пожелаю вам успехов в семейном поприще. All the best for your family. Хорошо, и Мэйзи, также вам слово. And for me, the reason I even do music is to give back. If I don't give back to humanity, I don't even want to do this music. So I have to continue to expand countries that I go to, expand people that I meet, and expand and build with different cultures and give back. So I have to give back or I can't grow. Дело в том, что тот факт, что я занимаюсь музыкой, это я своего рода возвращаю обратно. То есть и я хочу расширить, конечно, географию своих поездок, и я обязательно должен вернуть и возвращать. То есть через свое творчество я возвращаю все, что у меня есть. Здорово. Ребят, вам спасибо, что сегодня пришли. И я думаю, что ваш визит теперь только откроет дорогу в Кыргызстан, и вы будете к нам вновь и вновь приезжать. По крайней мере, мы будем вас ждать и всегда будем рады видеть вас здесь, в рамках нашей программы под названием «Кефир». Спасибо большое. Thank you so much. Thank you. Very welcome. И также наши уважаемые телезрители. Я с вами прощаюсь, но перед этим также хочу упомянуть, что нашу беседу сегодня помогала вести переводчик Элита Асанкулова. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот. И прощаемся мы с вами, дорогие телезрители. Я напомню, что мы говорили про кыргызско-американский хип-хоп-фестиваль, который проходит в Кыргызстане. Он только стартовал, впереди еще много всего интересного ждет всех людей, увлеченных хип-хопом. Я думаю, что всю информацию мы вам, в принципе, рассказали. А если вы интересуетесь, то можете позвонить нам, и мы вам более подробно сообщим о том, где, как, что можно
можно будет посмотреть и увидеть воочию. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Зовут меня Джамала Осмонова. Напомню, что спонсор нашей программы – это компания «Шоро», родниковая вода «Легенда», а также нашим партнером является холдинг «Ассоль». Мы с вами прощаемся. У нас впереди пятница, также интересная тема будет у нас, поэтому оставайтесь на нашем канале. Мы с вами прощаемся. Всем пока. До скорых встреч.